Вы смотрите подборку самых интересных новостей Хангаласского улуса за декабрь месяц. В этом репортаже расскажем о работе единственного в районе приюта для животных без владельцев, о 2 объектах, удостоившихся архитектурной премии ЭйГЭ, о новом сквере в поселке Махсгаллохи, о реставрации дома-музея Григория Орджоникидзе в Покровске и новом народном доме-музее в селе Титабя. В Хангаласском улусе с этой осени начал работу централизованный приют для животных без владельцев. Сюда привозят бродячих собак со всего района. Данный приют разместился там, где раньше был пункт передержки безнадзорных животных города Покровска. Если до этого сюда свозили только покровских собак, то сейчас привозят бродяжек со всего улуса. Даже остались прежние вольеры, но к ним дополнительно построили новые. Также на территории приюта возвели теплое модульное здание для содержания щенков и ослабленных особей. Наряду с этим есть помещение для хранения корма. Вот это у нас для щенков именно. Тут углероды, жир, все присутствует, все, что надо для организма. А это для взрослых собак, но это добавки. А крупа у нас, вот у нас геркулес и комбикорм специально для собак. Приют состоит на балансе у администрации Хангаласского улуса. Именно район финансировал строительство новых вольеров и модульного здания. Ранее в улусе не было подобного централизованного приюта, и должный контроль над бродячими собаками не велся, пока не вмешалась прокуратура. Остро была поднята проблема. Мы на уровне района вносили представление о том, что у нас нет такого пункта. И, соответственно, путем совместной работы пункт возведен. Новый приют рассчитан на 50 особей, но сейчас в нем содержится около 100 собак. Существует перенаселенность в 2 раза. Все собаки, попадающие сюда, проходят процедуру ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. В среднем одна собака содержится здесь около 30 дней. Сегодня всю процедуру проходят, и мы их на улицу. Все, они на улице живут также. Тем временем заявки на отлов продолжают поступать. К слову, жители района могут обратиться с жалобой, например, на стаю агрессивных собак в свои муниципалитеты, а те дальше передадут сигнал работникам приюта. Их администрация должна подать заявку, то бишь нам, нашему питомнику, через администрацию. И все, мы едем, работаем. Насколько оперативно? Сразу же. Сразу же, да? Потому что сейчас зима, они могут кидаться из-за холода, из-за голода, потому что нельзя позволить, чтобы, не дай бог, кого-нибудь укусит еще. Но, как известно, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Сейчас в республике по линии департамента ветеринарии действует акция «Забери себе друга», суть которой понятна по названию. Здесь содержится 54 щенков, идет перенаселение нашего приюта, поэтому мы хотели бы, чтобы граждане забрали себе друга, именно подобрали щенка из нашего приюта. Помимо этого, сами работники приюта начали размещать фото своих четвероногих подопечных в социальные сети в надежде найти для них хозяев. И уже есть несколько откликов. 2 объекта, расположенные в Хангаласском улусе, стали призерами первой республиканской премии в сфере архитектуры и дизайна ЭйГЭ. На эту премию к столетию республики были номинированы 100 значимых объектов, построенных в Якутии за последние 5 лет. Из них только 10 удостоились признания профессионального сообщества. В списке лучших школа-сад села Актемцы и туркомплекс Нарада Вилледж, возводимый под Покровском. Актемская школа-сад стала победителем в номинации «Лучший социальный объект». Проект здания подготовила компания «Якутпроект». Строительством и дизайном интерьеров занималась группа компаний «СЭТТ». Стоит отметить, что учредитель компании «СЭТТ» Андрей Данилов сам является выпускником Актемской школы. Всего в строительстве школы участвовало около 50 выпускников нашей школы, то есть под подрядчиками являлись тоже выпускники, организация выпускников нашей школы. И большой секрет, наверное, скорее всего, заключается в том, что их любовь, их благодарность учителям проявилась вот в такое вот красивое здание.
Стиль и оснащенность Актемской школы сада нельзя считать типовыми для образовательных учреждений. Здесь каждый класс имеет свой цвет и освещается умными светильниками, способными саморегулировать уровень освещения. Дети могут рисовать на стенах в коридорах, сидеть на подоконниках. Для этого созданы все условия. Мы немного сломали стереотипы, каким должна быть школа, современная школа, да, и многих очень интересовало именно вот дизайн и оснащенность нашей школы. И многие директора, строители, архитекторы из нашей республики и даже из России, других регионов приходили смотреть именно дизайн нашей школы. Следующий объект – победитель премии ЭйГэ – туркомплекс «Нарада Вилледж», расположенный между Покровском и Махсагалохом в микрорайоне Нефтебаза. Он стал лучшим объектом коммерческой недвижимости. Лишь на поиски земли у нас ушло 1,5 года. 3 года мы разрабатывали концепцию, брендинг, дизайн и архитектурный проект. В разработке проекта принимали участие новосибирские дизайнеры и архитекторы. Также мы работали и с якутскими дизайнерами. Нарада Вилледж еще в процессе строительства, но совсем скоро начнет принимать своих первых гостей. Туркомплекс состоит из 16 кемпинговых домов и банкетного зала с открытой площадкой с видом на реку Лену для проведения свадебных и иных торжественных церемоний. Гостевые домики планируют открыть в конце декабря этого года, а банкетный зал на 200 человек презентуют в январе уже следующего года. Летом здесь также появится аллея, этнокафе, гастробар и детская площадка. Нужно отметить, что в дизайне парка использованы древние символы и знаки, которые позволяют познакомиться с прошлым не только Якутии, но и всего Севера. Современное общественное пространство появилось в поселке Махсагалохе. Сквер первостроителей – именно такое название носит новый объект, который разместился в центре Махсагалоха. Его посвятили труду строителей, возводивших поселок. Кстати, на месте сквера когда-то был развернут палаточный городок, где жили эти самые первостроители. Сквер построен на средства программ «Тысячи дворов на Дальнем Востоке» и «Комфортная городская среда» и при финансовой поддержке градообразующего предприятия поселка «Якутцемент». Объект состоит из беговой и велосипедной дорожек, зон отдыха, детской и спортивной площадок. Также установлены арт-объекты, символизирующие печи цементного завода. Мы хотим еще увеличить количество зон. Будет зона для старшего поколения, среднего поколения, установка беседок. И вообще будем дальше развивать. И озеленение самое главное. Здесь я хочу сказать, что осенью мы посадили более 200 саженцев. И надеемся, что они вырастут. В следующем году начнутся работы по реставрации дома-музея Григория Орджоникидзе в городе Покровске. Здание еще в 1975 году признали объектом культурного и исторического наследия федерального значения. Немного предыстории. В 1916 году революционера, противника царского режима Григория Орджоникидзе с спортивным прозвищем Серго отправили в ссылку в далекую Якутию. Поначалу его хотели распределить в Нюрбу, но узнав, что у молодого мужчины есть медицинское образование, назначили в село Покровское, ныне город Покровск. Здесь он поселился в одноэтажном деревянном здании амбулатории. В этом доме, построенном в 1912 году, он здесь жил и работал как фельдшер. В Покровском Орджоникидзе пробыл до февраля 1917 года, после чего уехал в Петроград навстречу Октябрьской революции и новому советскому государству. В 1952 году прямо перед зданием амбулатории, где он жил и работал, установили памятник, а через 10 лет амбулаторию сделали домом-музеем Григория Орджоникидзе. В 1986 году, в год столетия Орджоникидзе, дом-музей в Покровске посетила его дочь Этери. Сейчас объект пустует с 2015 года. Нынче ему исполнилось 110 лет с момента строительства. Экс-директор дома-музея Павел Харитонов вспоминает, что еще в годы его работы здание требовало основательного ремонта. Дом обветшал, столетний дом, и поэтому градусов зимой, скажем, 6-7 градусов было. Холодно, очень холодно. Даже наша дверь, толстая дверь не держал
мороза, и поэтому внутри вешали даже вот это одеяло. Все. А капитальный ремонт когда-нибудь у него был? Никогда не было. Разговоры о необходимости реставрации здания Дома-музея начались в 2014 году. В 2022 была подготовлена проектно-сметная документация, а нынче, в Год культурного наследия народов России, стало известно, что будет выделено финансирование в размере 28 миллионов рублей в рамках проекта «Историческая память». Самая большая работа предстоит по подъему здания на новый фундамент и на один уровень создания музея. Помимо этого, конечно, предусмотрены и другие реставрационные работы. Окна, ставни, часть стен, которая пришла в негодность или уже деформировалась, ну, полы, венцы, абсолютно все, вплоть до освещения. Дом-музей планирует восстанавливать в течение 2 лет. После окончания работ в нем будет воспроизведен быт времен Орджоникидзе, а также развернуты экспозиции, посвященные ему. В селе Титебе торжественно открыли дом-музей, построенный силами местных жителей. Новый объект приурочили к столетию Якутской ССР. Начиная с 2018 года по инициативе сельчан проводились субботники по заготовке стройматериалов, возведению короба здания, конопатки, покраске фасада здания. Также шел сбор средств путем проведения благотворительных акций и концертов. Новый дом-музей имеет краеведческое направление. В нем собраны экспонаты, связанные с историей Жемконского первого наслега. Также он выполняет функции Центра духовной культуры народа Саха. Здесь будут проводиться традиционные якутские обряды. Еще вот наш дом-музей в прошлом году, в 2021 году участвовал в конкурсе «100 лучших инициатив республики». И к нашей большой радости нас признали, что вот это лучшая народная инициатива, и мы попали в юбилейную книгу «Столетие образования СССР. 100 лучших инициатив республики».